То, что сейчас происходит в Хордайском районе, село Масанше, это, к сожалению, не последний межнациональный конфликт, не первый, точнее не первый, надеюсь, что последний. До того были еще перед этим свежие воспоминания о событиях Караганда, когда армяне в ресторане деревни или какой там Рим убили казаха, что вызвало волнение. До того были еще множество. Но никогда ни в одном из них казахи не были зачинщиками этого конфликта. Их реакция, их агрессия была вызвана агрессией по отношению к ним самим в начале. В Караганде, вы знаете, был убит казах-парень в этом ресторане группой армянской молодежи. Сейчас в Масанше несколько дней назад группой донганской молодежи были избиты 3 казаха, одному из которых под 80 лет. У нас есть такой орган опереточный – Ассамблея народа Казахстана, вся функция которого – это выйти 1 мая, одевший свои национальные костюмы, и сплясать перед акиматом, а потом важными видами, лицами восседать где-нибудь там на трибунах, и 9 мая пройти в колонне бессмертного полка. Вот и все, вся ассамблея. Но диаспоры, которые должны быть заинтересованы в мирном сосуществовании в Казахстане с другими этносами его населяющими и с коренным населением, с казахами, должны сами озаботиться этим самым мирным сосуществованием и вести работу. Старейшины этих диаспор должны работать со своей молодежью и призывать их к уважению страны, где живут, народа его коренного, его национальных символов, неважно, музыкальные это инструменты, или герб, гимн, или язык казахский. Для этого нам не нужно заключать общественный договор, подписывать его сторонами, и он должен быть из устно. Диаспоры, к вам обращаюсь. Вы знаете, казахи добрый, толерантный народ, но это не значит, что этой добротой можно злоупотреблять. Очень просто, рецепт межнационального согласия, он какой? Очень простой рецепт. Он строится на взаимном уважении, на взаимном. Не только казахи вас должны уважать, и вы казахов. Это не футбол в одни ворота, когда вы требуете особого к себе отношения, уважения ваших прав, чтобы с вами считались. Казахи с вами и так считаются, но и вы должны к казахам относиться уважительно и считаться с казахами. Пожалуй, в первую, наверное, очередь. Казахи никогда сами первые не трогают, но всегда отвечают. Давайте жить дружно, диаспоры. Но для этого вы начните с себя. Вы будьте дружелюбны к нам. Многие этносы, которые здесь проживают, ведь не владеют даже языком нашим. Потом говорят постфактум, когда что-то случится, говорят, мы уважаем казахов. Многие из них даже языка не знают. Какое же это уважение? Так не уважают. Казахстан – страна, давшая вам кровь, приют, пищу, возможности для роста. Это надо ценить. Очень просто рецепт межнационального согласия. Вы не трогаете казахов, и тогда казахи не создадут проблем вам. Что проще может быть?